Дворец спорта 50 лет Победы приветствует сегодня любителей волейбола. У нас идет чемпионат Республики Саха-Якутия по волейболу среди мужских команд первой лиги. Сегодня мы на 4-м дне чемпионата республики представим игру между командами Намского района и Чурапчинского улуса. Комментаторы с вами Татьяна Иванова и Янис Ефимов, исполняющий обязанности председателя Федерации Республики по волейболу. Добрый день. Команды приглашаются, основные составы играющих сегодня сборных на площадку. Судья-информатор Ася Бережнева знакомит с составами играющих команд. И мы видим в белых игровых формах команда Намского района. Сегодня команда Чурапчинского района в красных игровых формах. И с тренером Альбертом Бродниковым они сегодня выступят против одного из фаворитов этого чемпионата, команды Намского района. Давайте перед вами состав команды Чурапчинского района. Как раз вы видите номера и фамилии игроков. Они в этом году представлены игроками молодого, почти школьного возраста. Только один студент у них в составе и только что возвратившийся из армии Тускул Лавров. Команда Намского района перед вами. Тренер Айсен Жирготов, старший тренер Республики Саха-Якутия среди по мужским командам. И подача сегодня у Чурапчи. Готовится подавать игрок под номером 5 Богдан Мальцев. И вот он, первый розыгрыш в исполнении Павла Абутова. Первое очко ушло чурапчинцам, а атака намцев не удалась. А давайте, пока игроки разыгрываются, расскажем о ходе чемпионата республики. Сегодня, как мы уже говорили, идет уже 4-й круг. Всего в первой лиге 6 команд, и команды играют по круговой системе. В этом году представлены следующие сборные команды. Это Амгинский, Ленский, Чурапчинский, Намский, Алекминский и команда города Якутска. В прошлом году в первой лиге было 8 команд, из них 2 команды, занявшие последние места. Это команда Нерингри и команда Уйсалданского района. Они спустились во вторую лигу. Янис Владиленович, давайте посмотрим, как идет у нас игра между Намской и Чурапчинской командами. Ну, счет равный 2-2. Но все равно по первым 4 мячам можно сказать, что боевой настрой у сборной команды Чурапчинского района. Они не пугаются титулов игроков Намского района. И хочу напомнить, что сборная Намского улуса — это прошлогодний чемпион республики. Они в тяжелейшей игре выиграли со счетом 3-2 сборную команду Ленска. Так что сборная команда Намцев — это боевая, сплоченная, подготовленная сборная команда. Да, ставящие всегда высокие цели на любых турнирах. Да? Да. Ребята говорили, что соревновательного опыта в этом году крайне мало по понятным причинам. И это первый у них крупный старт в этом году. Да. Ну, для всех команд это должно быть. Сразу начали с чемпионата республики, да? Так получилось. Хорошая силовая подача в исполнении Абутова. Задержка мяча у связующего сборной команды Чурапчи. Судьи все четко видят. Кстати, первый судья у нас Аркадий Ефремов, судья первой категории, и второй судья Гаврил Захаров. Силовая подача не получилась. Очко переходит команде Чурапча.
на подаче Тускул Лавров. Идеальный прием. И мяч от блока уходит в аут. Да, с хорошей доводки у Айсена Живготова заготовок много, да? Это опытный наш связующий, наверное, один из лучших связующих в республике. Так что он и своих ребят знает. Но это уже вторая подряд ошибка на подаче. Я думаю, что непростительная. И счет становится 5-6. Молодая команда Черепчинского района не пасует перед своими старшими. Ну, в этом и их сила, да, амбиции молодых, никого да. не боятся, море по колено, и должны играть уже в свое удовольствие, потому что у них турнирная таблица турнирная не в их пользу, к сожалению, пока они проиграли почти все встречи, которые до этого играли, а намские имеют в активе 3 победы одно поражение. И одно поражение, 2 победы и 1 поражение от Алекминска. Да. Это, конечно, я так думаю, что было нежданное поражение. Вот. Ну, я думаю, что для опытной команды третья подряд ошибка на подаче — это непростительно. При счете 8-6 3 подачи в сетку. Да, то есть подарили просто своей ошибкой. Может быть, предстартовое волнение сказывается. Ну, вот, нет, я думаю, что стартовое волнение уже должно было остаться на первом дне соревнования. Сейчас уже они довольно хорошо, наверное, изучили зал, освещение зала. Вот. Может быть, нет поддержки трибун, это может влияет. Может быть, кстати, намская команда очень... Хорошая планирующая подача у 11 номера, да? Первого номера. Первый номер — это у нас школьник, которому еще не исполнилось 16 лет, по положению допускается. Номер 1 это уроженец Намского района. 4-я. Данил Лисачев. Подряд ошибка. Он берет, наверное, все лимиты исчерпали. Опыт своих старших коллег. Но силовая подача не пошла. Ну, в первой партии ребята рискуют, это понятно, да? Пытаются силовыми подавать, но пока не столь успешно. Айсен Живготов. Сейчас он сам покажет. Хорошая быстрая скидка. Скидка. Неожиданная скидка. Блокирующий не успел поднять руки. Счет 8-11. Идеальная доводка. Судья указывает заступ в средней линии. И Чурапча пока не отстает в первой партии от более титулованных своих соперников. Но хотя мы знаем, да, что по последним играм народов Якутии Чурапча является действующим чемпионом. Просто состав сильно обновленный, молодой. С того состава только Тускул Лавров остался в чурапчинской команде. А что касается состава намской сборной, чуть ли не впервые в рамках таких крупных площадок чемпионата республики в команде Намского района играют все выходцы из Намцев и тренеры, которые живут и работают в селе Намцы. Раньше были случаи, когда намская сборная вела практику привлечения легионеров из других районов. Мы помним, играли за них Николай Павлов. Братья Павловы, да, братья Павловы играли. А сейчас вот хочется отметить, что поколение Айсена Живготова, которое он выписывал с самого открытия волейбольной школы республики, сейчас как раз вот перед вами на площадках. Ну, сейчас Намский район, в Намском районе волейбол очень сильно развивается среди
детей, так как у них сейчас функционирует Республиканская детская детская школа, да? спортивная школа. Сейчас она как бы именуется Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва в селе Намцы. У них очень хороший спортивный объект. Данная школа готовит ребят в 3 направлениях. Одно из них это волейбол. Поэтому в перспективе, я думаю, что наши ребята будут достойно выступать не только в республике, но и в Дальнем Востоке, и на различных соревнованиях. В конце марта как раз сборная команды юношей с Айсеном Жирготовым собираются в Приморье на первенство Дальнего Востока. И в апреле Якутск примет отборочный этап. Второй этап. Второй этап России, да? Да. Хорошая атака черепчинцев. Да, так они сохраняют 2-очковый отрыв. Богдан Мальцев с первых минут был заметен и сейчас вот поддерживает свой первоначальный порыв. Хороший блок двойной ставит Чурапча. И Марк Васильев. Бить надо. Вот. Павел Абутов, рефлекс пасующего, да, до сих пор у него играет. Молодые чурапчинцы заставили ошибиться опытных и добыть очко на ошибки соперника. Это тоже здорово. В волейболе. И вот впервые сравнивают счет 14-14. Хорошую планирующую подачу. Тускул Лавров, это у нас Тускул Лавров. самый опытный из состава Чурапчи. Показывает капитан команды. Сглазил, извиняюсь. Хотел еще усложнить. Ну ничего. Да, разрыв в один мяч – это вполне игровая ситуация. На подаче у нас игрок Намского района Семен Васильев. И второй этаж выигрывает Чурапча. Да. 15-15. Первая партия у нас подходит к кульминации, можно сказать. — 16-15 в пользу сборной Намского района. Тут уже Айсен Жирготов рискует отдать атаку первым темпом. На подаче Марк Васильев. Хороший прием. Первый темп. Доигровщик под 5-м номером сборной Чурапчи приносит 16-е очко своей команде, тем самым сравнивает счет. Богдан Мальцев, запомните это имя. Ну, благодаря различным социальным сетям и YouTube-трансляциям любители волейбола уже знакомы с игроками, уже полюбили лидеров играющих команд. И не хуже нас сейчас сидят и разбираются. Ошибка при второй передаче. И мяч переходит в сборную Намского района. Данил Лисачев, 2004 года рождения. Хороший прием. Но поторопился блокирующий Чурапчи. Ситуация в полном мире не разобрался. Артем Сивцев. Да, смягчив мяч. Так будет со второй линии атака. И линейный судья уверенно выносит флажок вверх. 19-16. Только что был равный счет и уже разрыв в 3 мяча. Команда намцев в концовке прибавила. Обычно класс команды в таких моментах и проявляться начинает, да? Сивцев Артем, да, вот парень, молодой парень из Чурапчинского района, совершает 3 ошибки подряд.
Аут. 17-20. Подает команда Чурапчи. Пятый номер – это Богдан Мальцев. Да, лидер атак Чурапчинского района по ходу первой партии. И хорошая скидка от Павла Абутова. Намцы уже начинают играть чисто на результат, да? Как у них эффективнее получается. Да. Айсен Жирготов сам будет на подаче. Не справляется с приемом команда Чурапчи. Да, либеро Игорь Афанасьев не справляется. Так, второй мяч, вторую эйсом. подачу, да, эйсом выигрывает капитан команды сборной Намска и приносит 23 очко. И третий мяч мяч приносит. в активе Айсена Жирготова. Да. Это вот между зонами подача. Да, это опытный игрок сразу выявил, я думаю, что слабое звено Чурапчинской сборной. Слабого. И на четвертой подаче он чуть-чуть не хватило, буквально сантиметров ошибся, 10. Да. И была бы супер укороченная подача. Попал бы в сетку. На подаче у нас Вадим Оконешников, родной сын одного из самых известных тренеров женских команд Саргаланы Иннокентьевны Оконешниковой. Сегодня уже играет за сборную команду родного района. Да, футбольная и волейбольная династия продолжается, развивается. Таких династий у нас в республике тоже очень много. Играют сыновья, дочери в различных сборных за Улусы, за город. И это не может не радовать, да? Да. Дети, которые буквально выросли в спортзалах, можно так сказать, с любовью к волейболу. И у нас завершается первая партия. Счет 25-19. До 16 очков команды шли вровень, но потом уже намская команда более разнообразно играла в атаке и начинала добывать очки. И плюс 3 эйса от Айсена Жирготова, да? Решили исход первой партии. Давайте, пока у нас идет перерыв, расскажем немножко о том, как сейчас вообще турнирная таблица выглядит, как положение у наших команд. Намский пока идет с одним поражением. 3-2 они выиграли Якутск, 3-0 Амгу и 1-3 проиграли Алекминску. Да, вчера был матч такой драматичный. Намцы с Алекминском. Намская сборная выиграла первый сет, и потом 3 сета проиграла. И как раз третья и четвертая партии закончились одинаковым счетом 24-26. Ну, действительно, игра равных команд, да? Да. И которая во многом, наверное, определила качество медали этого чемпионата, хотя не будем так далеко забегать вперед. Что касается Чурапчи, пока в активе у них нет побед, к сожалению. Проиграли Ленску, Якутску и Амге. Самая лучшая игра была с Якутском. Там они взяли 2 партии. Ну, я думаю, да, невзирая на проигрыш, данные молодые ребята за эти 3 матча, за все эти сыгранные партии приобрели достаточный опыт, игровую практику, психологически должны быть окрепнуть, так как, я думаю, что они долгое время не играли между собой, это одно, когда выходят уже с соперником через сетку, это уже другое, и притом на чемпионате республики. Я думаю, что в таких моментах игроки качественно прибавляют. Альберт Бродников молодец. С прицелом на игры народов Якутии, да? Сейчас он, я думаю, что готовит одну сборную, то есть чтобы выстрелить на других соревнованиях с перспективой. Сейчас, конечно, подготовка молодых ребят, это, я думаю, что очень престижная работа, так как в перспективе у нас много соревнований и в этом году, и в следующем году.
Немножко о календаре Федерации, может быть, ознакомите? Или это уже в связи с эпидситуацией ни о Да, чем утверждать не приходится, да? да, потому что вот, глава республики Сергей Николаев также предостерег, что март-апрель, что в марте, в апреле возможен всплеск. Новая волна, да? Новая волна, да, к этому мы должны быть готовы, поэтому как бы планировать что-то, прогнозировать мы, допустим, далеко не будем, но было сказано, что соревнования, которые включены в календарный план, должны состояться. Так, обменялись любезностями команды. 1-1 попали. Ну вот, Данил Лисачев не справился. С подачей, да. Да, и пока Вадим Оконешников будет вводить мяч в игру со стороны Чурапчи. После перерыва как-то настроились не по-боевому. Напоминаю, уважаемые зрители, идет 4-й круг чемпионата Республики Саха-Якутия по волейболу среди мужских команд первой лиги. Встречаются команда Чурапчи и Намского района. Идет вторая партия. Первая осталась за Намской командой. Сетку задел Тускул Лавров. Мяч переходит к Намскому району. За голову хороший пас Чурапчи сделал связующий игрок. И поверх блока высокая атака. На подаче у нас Артем Сивцев. Защита на месте. Немножко не попали в темп игроки Намского района. Сетку задевает Руслан Афанасьев. Игрок первого темпа. И очень грамотно у нас Семен Васильев от блока в аут приносит своей команде очко. А что касается возрастного показателя наших играющих команд, и с одной и с другой составы достаточно молодые. Чурапча является одной из самых молодых команд на этом чемпионате. И молодые намские подопечные Айсена Жирготова выступают впервые в таком составе в чемпионате республики. Да, вот в Чурапчинской сборной есть игроки 2005 года, 2004 года, три игрока даже 2004 года в сборную Чурапча. Это очень отрадно. Но все равно невзирая на свою молодость, Чурапчинская сборная дает бой титулованной команде. Не справляется приемом. Намская команда. Либера сборной Чурапча. Зачехлили ребята. Хороший блок. Игорь Афанасьев. И сам же идет на подачу. Состав команды Намского района такой очень сбалансированный, да, мы видим. Как раз смесь опыта и молодости, класса и амбиций. Да, и игроки имеют очень большой опыт. Они выезжали и на дальневосточные соревнования. Здесь неоднократно выступали на чемпионате республики и на различных соревнованиях. Выигрывали, становились чемпионами, завоевывали призовые места. Так что, конечно, сплав опыта и молодости дает плоды, да? Да. И с декабря они, как только сняли первые ограничения, начали очень активно тренироваться. Поэтому чувствуется сыгранность ребят. Подавать будет игрок под номером 5 Семен Васильев. Пока не идет в этом отрезке игра у либера Чурапчинского района. Игорь Афанасьев не справляется. Ну, конечно, сейчас в настоящем современном волейболе либера уделяют очень
пристальное внимание, особенно при приеме, при доводке мяча. 50% Атаки, да? Успешные атаки — это у нас доводка. да, да, да. Причем с команды Намского района у нас первоклассный либеро Нюргун Иванов, да? Либеро сборной команды республики. Да, он играет, он очень достойно выступал и за сборную университета, и потом сейчас вот играет. А за родную За Амгу Намск. он играл? Да, играл. Ага, ну вот. Я думаю, то, что первую волейбольную школу прошел за свою сборную. Да, воспитанник Александра Иннокентьевича Романова. И сейчас Так, связующий не понял своего доигровщика. у нас счет идет равный 7-7. Напоминаем, по действующим правилам волейбола играют из 5 партий до 3 побед. Молодой парень, это какой, Андриан Григорьев, не справился со своим волнением. Он 2003 года рождения. Да. Нет еще 18 лет. Вот хорошая атака. Как красиво скинул у нас связующий Чурапчи Вадим Оконешников. Было очень элегантно смотреть эту результативную атаку. Богдан Мальцев. Сейчас ребята в большей степени уже научились подавать планирующую подачу в прыжке. От силовых подач ребята вроде бы отказались во второй партии. Все играют планирующую, то есть подают. Я хочу отметить, что вот сборная команды Чурапчи грамотно ставит блок, выпрыгивает уже какого игрока основного чехлят. Да, ну видно, что в этом компоненте они пока лучше команды Намского района. У них, конечно, чуть слабее нападение, но вот я так посмотрел. Вот опять немножко подача и блок у них нормально. Ничем не уступают, да, если не сильнее. Нормально отыгрывают, да. Айсен Джерготов на ваших экранах. Сейчас посмотрим, сколько очей наберет. И очень зрячая, красивая скидка. Хорошая планирующая подача осложнила прием. Вот, практически полплощадки остается пустой, и этим тут же воспользуется намская команда. Вторую подачу не могут принять ребята с Чурапчи. Ну, Айсен Джерготов стал тем человеком, чьи подачи решают, да, во многом. Да. Наконец-то взяли. Ну, опять же так. Атака без разбега. Коля, аут, что ли? Да, немножко повезло тут команде Чурапчи. По длине мяч ушел в аут. Давайте посмотрим повтор. Спасибо нашим режиссерам за красивые картинки. Режиссер трансляции Радомир Томский, звукорежиссер Василий Назаров сегодня работают в составе команды национальной вещательной компании «Саха». Нападение без блока. Вот такие сильные удары, конечно, деморализуют соперника. Особенно, когда нападающий диагональный либо доигровщик выходит без блока и нападает. Да. Ребята с Чурапчи, они тоже говорят, что мы тоже не лыком шиты. И да, мы не деморализованы, да, предыдущим ударом. На ваш сильный удар у нас тоже имеется противоядие, да? Тускул Лавров. Доводка есть. И волна вторым темпом завершает Семен Васильев.
атаку Намского района. Да, не разобрались ребята с Чурапчи. И на одном блоке, конечно, пробили. Тут и Намский блок себя проявляет. Андриан Григорьев у нас один из самых высоких в Намской команде. А, что было? Блокаут был, да? Мяч вводит Чурапча. Что будет с атаки? Трос. Трос. Даже, Трос. ага, даже нам было отсюда видно. Счет становится 14-13. Пока на 1 очко впереди игроки Намского района. Чуть было не заработал скидкой пасующий. Пробуют разные варианты ребята. Нужна атака теперь со стороны Намского района. Данил Лисачев, Искал, к сожалению, да. Искал, кажется, пальцы блокирующих, но не попал. И сразу тренер его заменяет на площадке. Вступает Аяла Бутов в игру. Игрок под номером 8. Это брат Павла, да? Или однофамильцы? Однофамильцы. Поймали блоком скидку. И первый темп Чурапчи. Так. Под самую линию атака попадает. Мяч попадает в поле. Было очень быстро. И Артем Сивцев приносит своей команде 15 очко. Низкий пас. Низкий пас. И пока перерыв первый берет команда Намского района, чтобы сбить такой атакующий порыв чурапчинцев. Дана установка играть пожестче ребятам из Намцев. Сейчас посмотрим. То, что Увлеклись скидками, да? Правда, что? Да, отсутствует хороший силовой нападающий удар. Вот Да, тут Марк Васильев для этих целей как раз и возвращается на площадку. Понадобилась его помощь. Владимир Филиппов. Очко с подачи. Это всегда очень радостно и волнительно. как обычно говорят, то, что взятый перерыв, тайм-аут не пошел на пользу. Обычно нападающего, да, берут Да, перерыв. минус 1 очко, да. Касание антенны. Минус 2 очка. И сборная команда Чурапчи выходит за все две партии вперед на 2 очка. Молодцы ребята. На 4 очка уже. Такой большой уже на 4 впервые очка, отрыв. да, Ага. отрыв. Ну, сейчас посмотрим, если сборная Намского района, я думаю, что включится, отыграет. Вот это уже более современный волейбол. Молодцы. Какие быстрые скорости вы сами наблюдаете. 19 очко выигрывают чурапчинские ребята. На подаче Владимир Филиппов. По силе хорошая атака, но Да, по высоте не успели. 8 номер не справляется с нападением. И тут же второй перерыв в этой партии берет команда Намского Улуса. Давайте послушаем. Автомат. Saya hang bakal nya na. O stronyo второй. Прием Марди. Nggak bakal, tapi nggak pasti nggak bakal.
여기다 하나 사람 돼. 뭐 그냥 다 하면 돼. Iba siya nga ba kayo? Давай. Ну, у некоторых команд бывает, если соперник слабый, то они как обычно не, Раскрывается, да? да, не донастраиваются и потом уже выходят на игру спустя рукава, и это отражается на результатах игры. Я думаю, то, что морально, конечно, ребята из намцев готовы и сыграть, и выигрывать, но вот Вы думаете, с настроем пока не настрой, получается, да? да, я так думаю, что не играют. Ну и вдобавок Черепча очень хорошо на страховке играет. Да. И вот красивый сейв от Ниргуна Иванова. Павел Абутов обманывает скидками. И Марк Васильев наконец-то доводит до пола. Нашел брешь в защите соперника и приносит 15 очко. Догонит ли Навский район сейчас? Главная интрига этой партии. Аут. Богдан Мальцев в настоящее время стоит на доигровке, готов, потому что нападать с 4-й зоны и приносить своей команде очко. Сейчас Вот он продемонстрирует. Вот он. Сразу Вадим Оконечников его подключает. Ага. Да. Хотя этот мяч подняли. И снова через Мальцева. Сетка. Сетка со стороны черепчинцев. Да, жалко, сетку задевает Вадим Оконечников. Но ничего. Тут все на повторе четко видно. Да. Еще 3 очка в запасе. Хороший прием. Молодцы. Отыграли блоком. До последнего достают ребята мячи. И опять досадная ошибка Артема Сивцева. Черепчинцы берут перерыв. Они чувствуют, что у них уже не так все идет. И Намский постепенно догоняет. Подходит. Да. Уже близко, всего 2 очка разницы. Ну, из 5 очей, я думаю, что две ошибки ребята черепчинцы совершили сами, задев сетку. Чисто ситуации. Такие командные ошибки очень досадные бывают. Ну, это, конечно, это чисто опыт, отсутствие опыта в играх. Итак, Марк Васильев на подаче. Смотрим дальше. Идет вторая партия. Играют Черепча и Намский. Блок. Молодцы. Со всех зон задействованы сейчас нападающие Намского района. И Павел Абутов не попадает в площадку. Да, хотя препятствий блока не было. Хорошо его вывел пасующий, да? Да. Но с Павлом пообщалась перед игрой. Говорит, только с этого года пробует себя в качестве нападающего, доигровщика. Диагонального нападающего. Диагонального, ага. И пока с переменным успехом, говорит, у меня получается. Но рост у него есть. Будем посмотреть, что называется. Первый темп намских ребят приносит очко 19-е. Фаза концовки у нас самые... Разрыв всего 2 постепенно очка. сокращается. И Данил Лисачев, любимчик местной публики. Маленький да удаленький. Потеряли мяч. Потеряли после отскока от блока. Блокирующие могли сами себя подстраховать спокойно. Так интересно наблюдать за игрой Айсена Жиркотова. В момент паса всегда ожидаешь от него
какие-то хорошие, умные решения. И вот пошел первый темп. Касание Сетка. сетки. Касание сетки. Жалко, конечно. Тускул Лавров на блоке коснулся сетки, когда спускался. И счет уже равный. 21-21. И только такой скидкой. Вадим Оконечников приносит это 22 очко. 22-21. Смеется. Тут тоже очень важно решиться, да, пасующему Да. взять на себя ответственность. Не идут атаки Абутова пока. Со второй зоны, у него из четвертой зоны нападать что-то не получается. Попадает уже какой раз в трос. И от блока в аут идет мяч. Блокаут. 22-23. У кого нервы крепче, тот и выстоит в этой партии. Решаются на первый темп и прямо вколотили. Очень нужный мяч. Растерялись блокирующие намской команды. Поле. Сильный нападающий удар. Да, блок немножко раньше прыгнул. 23-24. И всего одно очко нужно Чурапче, чтобы сравнить счет по партиям. Или одна хорошая подача намцам. Вот это Богдан удар. Мальцев. Молодец. Вложился в удар и добыл 25-е очко и победу в этой партии. Счет в партиях 1-1. Так, если по игре посмотреть, для молодых чурапчинских ребят есть резервы, то они скидывают, а когда надо, вот на концовке, Сильные удары, да? да, Но когда скидки же результативно только когда чередовать их с сильными ударами. Тогда защиту можно прорывать. сейчас, да, сейчас в волейболе очень часто применяется тактика, если сильный удар не идет, сброс это одно, но сейчас еще есть сброс именно используя блок. Да, от блока, да? От Чтобы блока, да, через касание блока. от блока в аут. Либо очень такой явная скрытая скидка. Команда готовится выйти на третью партию. Сейчас нам Скиллбус должен собраться. Счет по партиям 1-1. Судейская бригада во главе с судьей всероссийской категории Борисом Васильевичем Воротилиным обслуживает этот чемпионат республики. Сильнейший по составу судейский корпус на нынешнем чемпионате Республики Саха-Якутия. Кстати, присутствие судьи всероссийской категории на турнире дает возможность чемпионам региона получить спортивные разряды, да? Да, вчера он провел семинар среди судей, объяснил ряд нюансов в правилах волейбола. В общем, многозадачный приезд Бориса Васильевича Воротилина, члена Федерации Всероссийской Федерации волейбола. Богдан Мальцев у нас на подаче. Пока 1-0. Первое очко третьей партии было за Чурапчой, а второе уже забирает команда Намского района. Отыграл первый темп.
Раздосадованные поражением во второй партии, сейчас намцы должны показать лучшие свои качества. Вот, нападение со второй линии. Тускул Лавров приносит своей команде второе очко сильным ударом от блока. Аут. Сам не ожидал, что Да. так уйдет мяч. Хорошо. Нашел брешь да, пробил блок. между антенной и блоком, но мяч все равно попал в аут. Немножко не попал на площадку. Вадим Оконешников. Хороший планер. И достанет Абутов. Достали хороший, сложный мяч. Разыгрались, переразыгрались. Ну, этого мы Не и понял. от них и ждем. Не понял своего нападающего Вадима Оконечников. Оставили мяч. Да, конечно, сейчас игровая ситуация читалась. Блокирующий с четвертой зоны ушел в третью, и скидка все равно должна была произойти в четвертую зону, что и сделал Павел Абутов. Либеро должен был быть готов, да? Сильным своим ударом Владимир Филиппов приносит четвертое очко своей команде. 4-3. Как и во всех предыдущих партиях. Очень равное начало, вязкая борьба с первых мячей идет. Тут просто не попадает по мячу молодой игрок Чурапчи. Владимир Филиппов не был готов к переводу данного мяча на сторону противника, не достал. Помешали друг другу Богдан Мальцев и Владимир Филиппов, и мяч тем самым растеряли. Неплохой прием. Чуть-чуть не оставил мяч в игре Вадим Оконечников. Но атака намцев была очень добротной. Быстрая и сильная. Площадка. Тускул Лавров приносит пятое очко своей команде и пошел подавать. Сейчас связующий вывел своего диагонального на один блок. Седьмое очко выигрывает команда Намского района. На подаче Семен Васильев. Было хорошо задумано, да? Да. Но не так безупречно исполнено. Владимир Филиппов попал в аут. Пробил в аут. Пока в основном через Филиппова строит атаки Вадим Оконешников. Первый темп было слегка неожиданно для намской команды. Счет 6-8. На подаче Владимир Филиппов. Хорошую реакцию усложнил демонстрируют подачу. намцы. И в итоге это сумбура, мяч. Ну, конечно, это опыт. Был бы опытным, я думаю, что он постарался бы оставить, либо жестко бы скинул на сторону соперника. Аут. Первую подачу попал в сетку, а вторую подачу подал в аут.
Обмен любезностями. Десятый номер на подаче Игорь Афанасьев. Хороший рост у Игоря и хороший возраст. Да. Первым темпом отыграли Руслан Афанасьев, ребята с Намского района. центральный блокирующий Руслан Афанасьев. И на подаче Лисачев Данил. Хороший прием. Богдан Мальцев Богдан Мальцев забивает, приносит своей команде 9-е очко. во всей своей красе. Да. Вот, ребята, когда хороший прием идет, хорошая доводка и сильный целенаправленный удар. Десять. По всем показателям очень равная борьба, игра. Укороченный удар Абутова приносит очко. 11-е для намской команды. Ребята ждали, наверное, сильный Да. удар. Ну, он такое обманное движение сделал, как будто из-под затылка, и скинул. Мяч перелетел через блок, который помешал защитникам. Мяч остается в игре. Тускул Лавров перевел мяч по линии, тем самым осложнил прием для соперников и выиграл 11 очков. Хорошая подача, планирующая. Очко, добытое в атаке. Мяч переведен с 4-й зоны практически в 4-ю зону, где не ждали Да, страховщика не оказалось. защитники. Вообще командное движение намской команды. Простите за повтор, да, такое завораживающее. Ребята прям двигаются синхронно, все друг друга страхуют. Когда идет пас, забегают одновременно 4 нападающих. Да, этот мяч должен был поднять, ждать Вадим Оконечников. Не успел. Мяч попал в трос и перекатился на сторону соперника. Хорошая доводка. И отличная комбинация в исполнении черепчинской команды. Да, которая приносит 12 очко. Пас был за голову, причем, посмотрите тут на повторе, вторая волна атаки завершила. Быстро и на силу, да? Да, Пробивает намский нападающий Семен Васильев. Семен Васильев грамотно разобрался с одним блоком. И принес 15 очков. Подача в аут от Павла Абутова, извиняюсь. Вот то, о чем вы говорили, Да. да? Грамотный перевод через То есть, блок. когда не идет нападение, когда нужно необходимо отыграть какое-то очко, это практически 80%. Очень много ошибок на подаче. Причем подряд. Да. Владимир Филиппов. Были готовы к Да. такой скидке черепчинцы. Игорь Афанасьев ждал скидку.
Мяч остается в игре. Хороший нападающий удар продемонстрировал Богдан Мальцев и принес своей команде 15-е очко. Сейчас вы, зрители, наверное, заметили, что Айсен Жирготов и Павел Абутов сделали рокировку. В этом эпизоде Павел выходил на пас, а Айсен атаковал с диагонали. Что произошло? Заступ. Вопросы к расстановке чурапчинской команды. Сейчас судьи разберутся. Да, нарушил расстановку. Все четко фиксируется. Без свистка была подача. 17-15 пока на 2 очка. Впереди намские ребята. Какой-то нервный эпизод немножко. Сейчас посмотрим, что придумает с приема Чурапча. Хорошая атака была со второй линии. Тускул Лавров. Приносит 16 очко. Был готов к данной передаче от связующего. Тем самым грамотно распорядился с мячом. За счет кистевого удара, да? Да. Богдан Мальцев на ваших экранах. Опять нарушил, что Какая-то неразбериха в команде Чурапчи. 16-18. в ходе игры, видать, нарушил расстановку. Послушаем сейчас. Очко это вы? Какой? Сейчас мне хотят подарить. Я дал мне. Я хана любой не остался. Ты без меня все. Вы все слышали. 18-16. Намский УЛУС будет вводить мяч в игру. И самый молодой в составе намской команды Данил Лисачев. Судьи достают желтую карточку. Достаточно редкий случай. Ну все, матч будет продолжен. Из таких ситуаций нужно выходить с достоинством. Сейчас Чурапча должна что-то показать с приема в атаке. Ну, как раз Лисачев усложняет подачу. И Богдан Мальцев не справляется с приемом. Вот вся эта нервная ситуация, конечно, влияет. Да. Снова без атаки Чурапча и ответ Намского района. Правда, в аут мяч идет. Мяч попал в аут. Там площадка полностью была открыта, нужно было просто попасть. 17-19. До 2 очков, до привычных 2 очков сокращают чурапчинские ребята. И Богдан Мальцев.
Либера не справляется в защите. Хотя ждал этот мяч, но не смог достать его. Ну, Абутов свою точку тут Поднял. нашел. Идеальный прием. И связующий Вадим Оконечников сбрасывает мяч, переходящий мяч в сторону соперника. Тем самым приносит 18-е очко своей команде. Из каждой партии у нас дежавю, да? Примерно Да, одинаковое очко в концовка, конце партий. Трос. Трос. Игроки черепчинской команды взбодрились после Непоняток в расстановке, да? предыдущей неразберихи, да. Хорошая, наконец-то, силовая атака. Жалко, не достал. Ну, ничего, опыт. Через год-полтора эти ребята уже будут сами доминировать на площадке. А через месяц вместе в составе сборной республики поедут на чемпионат, на первенство Дальнего Востока. Как раз костяк команды вот из этих двух, Чурапчи и Амги, будет скомпонован, сказали. Ошибка второй передачи, фиксирует Аркадий Ефремов. И опять же, да, собственные ошибки не в пользу своей команды. Ким? 20-23. Артем Хороший, Сивцев. да, хороший нападающий удар. Артем Сивцев. 20 очко переходит Чурапчинский. Среднюю линию Заступает Павел Бутов. Судья фиксирует заступ средней линии. Марк Васильев стабильно приносит очко с третьей зоны. Центральный блокирующий сборной команды Намского района. И на партию подает Абутов. Чурапчай возвращает без атаки. Будет ли точка? Нет, игра идет. Пока никто не решается на удар. Мяч остается в игре. Нужен хороший завершающий удар. Данный Тускул Лавров. Лавров Тускул демонстрирует холоднокровие и, несмотря на двойной блок, выигрывает 22 очко для своей команды. Хорошая защита у Чурапчи. Хороший, нужно сейчас. Чудеса Хороший отрезок. защиты. Хороший отрезок в игре. И все-таки намская команда записывает в свой актив третью партию. Очень красивые игровые эпизоды мы с вами увидели. Вот, пожалуйста, повтор скидки, пас, который добил Марк Васильев. Пас почти перпендикулярный к сетке. От мастера Абутова, да? Да, ну это, конечно, годы длительных тренировок, чтобы точно попасть нападающему именно Под ладошку. под ладошку, под кисть, по высоте. Уважаемые зрители, после этой игры будет одна тоже из ключевых встреч между командами Алекминского улуса и города Якутска. Эту игру мы покажем на канале НВК Саха. Да, эта игра, я думаю, И что на канале Мамонт. для Алекминской сборной будет одной из основополагающих в этом чемпионате. Определяющих, да? Определяющих, Победили и да. уже чемпионы?
Ну, будем считать то, что должны стать, так как третья команда, это команда, с кем еще Алекминск не играл, это с Чурапчой и Якутском. сборная Якутска, да. Вот, как раз Алекминск и Якутск будет после этой игры. Сегодня с утра была еще одна встреча. Встречались Амгинский и Ленский районы. Ленск выиграл со счетом 3-0. 3-0. В прошлом году, да, сборная команда Ленска играла в финале, как мы уже говорили, с командой Намского района. И проиграла, ну, по партиям 2-3. Трагически проиграла, выигрывая 2-0. Какой-то мини-Лондон, да, 2012. А вообще, по ходу этого чемпионата заметно, да, что самая пострадавшая от пандемии команда пока выглядит Ленск, да? Вроде как будто бы остались без должных тренировок. Да. И нет Антона Рыкова. Основных игроков. Да. Но тем не менее за медали они пока еще претендуют. Начинается 4-я партия нашей встречи между командами Намского и Чурапчинского улусов. Пока по партиям намцы впереди 2-1. Хороший удар от Оконечникова. Разбирается Вадим Оконечников. Не сдержался, да, что называется. Показал, как надо бить. Чудеса доигровщика. Тут просчитал блок. Как пионербол какой-то у нас идет. Вошел в азарт, вместо того, чтобы дать пас, скинул мяч к сопернику. И вот так, да? О! Хорошо вывел Тускула Лаврова на нападающий удар, но доигровка не получилась. К сожалению, да? Тускул отправил мяч в аут. Айсен Жирготов. Прямо пушечные атаки, так и сыпятся со стороны Чурапчи. Для Владимира Филиппова один блок — это не блок, показал. И как раз попал по линии в девятый метр площадки. Артем Сивцев подает в аут и уходит отдыхать. Вместо него вышел либеро. Номер Намской сборной попадает при подаче в сетку, и мяч переходит. И такой же подарок от Лаврова, да? Обмен, да, любезностями, как неоднократно уже мы говорим. Но это, я думаю, что 3-3. Тоже равное начало 4-й партии. Да, попал по пальцам. Уже чувствуется в этой партии хороший настрой чурапчинских ребят. Да. У них и крики громче, и движения четче. Распрыгались ребята. Хочется отметить, что это практически второй состав Чурапчи играет. Мы все знаем, да, что два игрока задействованы в команде СЛФУ. 2 игрока, как нам подсказали, учатся в Бурятии. И тут в составе Чурапчи 5 школьников, волейболистов-школьников. Мяч после сильного удара ушел в аут. 5-4. Вышел Артем Сивцев. Хорошая доводка от Ниргуна Иванова, но тут блок. Не справляется с блоком Артем. И мяч от блока ушел в аут. Неплохо ставит блок. Постоянно цепляет. Тем самым пугает соперника. Не поддержал свое
очко, добытое в Да. нападении Марк Васильев. Вторая подача подряд подается в сетку игроками сборной Намского района. И Лисачев тут грамотно распоряжается с блоком, с двойным блоком. Перевел мяч, да, от блока в аут. Хотя ребята ждали, но не справились. Сложную подачу оставляют ребята. Но данный перевод сборная команда Намского района не прощает и выигрывает 7-е очко. Восемь 6. Вадим Оконечников выигрывает 7-е очко. Мяч прокатился по сетке и упал в аут. Все эмоции на детских лицах написаны. На повторе очень хорошо видно. Хорошее спасение от либера Чурапчи. Но тут очень высокий съем Да. в атаке. Девять 7. Павел высоко взмыл и прямой рукой скинул мяч в свободное место. Не справляется с приемом игроки из Чурапчи. И вот вам и ответ. 10-е очко. Чурапчинцы вынуждены взять перерыв. 10. Тайм-аут команды Чурапчинского клуба. В рамках чемпионата республики у нас проходят несколько мероприятий плодотворных и полезных для республиканского волейбола. Вчера с главным судьей Борисом Васильевичем Воротилиным встречались наши руководители спорта, в частности Роман Иванович Оконечников, директор Республиканского центра подготовки спортивного резерва. Они как раз и обсуждали моменты, организационные вопросы соревнований России и зоны Дальнего Востока. Кроме того, вновь избранный президентом Федерации Мегино-Кангаласского района Мирон Анатольевич Свинобоев встречался также с Борисом Васильевичем Воротилиным. Они беседовали на тему развития детского волейбола, развитие ДЮСШ на муниципальном уровне. И сегодня также будет как заключительный этап семинара судей аттестация судей Якутии. Вот такие новости во время чемпионата республики. Кроме непосредственно самих игр, еще и параллельно происходит несколько организационных мероприятий, которые только во благо развития волейбола региона пойдут. Мы возвращаемся на площадку. У нас идет 4-я партия. 12-8. Счет уже 12-8. Вот команда Намского района. Чурапча должна вспомнить все атакующие свои порывы, которые Да. мы увидели в самом начале партии, да? Потому что если они упустят эту партию, упустят и весь матч. 2001 года рождения. Уроженец села Крест-Кытыл Намского улуса. А его однофамилец Игорь Афанасьев приносит 9-е очко своей команде. Чурапча будет бросаться сейчас в догонку. Ну, хорошая атака Семена Васильева. С обоих сторон
Ребята демонстрируют хорошие нападающие удары. Скидка не удалась. Ровно в девяточку Да. приземляется мяч. И очко в пользу Намского района. 15-9. Невиданный доселе разрыв. Чурапче надо собраться. Вот так. Свистка не было. У нас мяч все еще в воздухе. Владимир Филиппов посчитал то, что дело сделал. И уже пошел праздновать. Да. И в итоге Да. неожиданно для Чурапчи завершается розыгрыш. 16-9. Уже 7 очков. Мяч от блока уходит в аут. И Чурапча выигрывает 10-е очко. На подаче Владимир Филиппов. К сожалению, мяч от блока уходит в аут. 17-е очко выигрывает сборная команда Намского района. Не справляется с приемом. Испытание характера Чурапчи идет сейчас. Да, ну, ошибку допускает Марк Васильев при нападении первым темпом. 11-17. 11-17. На подаче Игорь Афанасьев. Без свистка была подача. Хороший прием. И опять, к сожалению, Блокаут. да, Вадим Оконечников цепляет мяч блоком, но от блока мяч ушел в аут. Тем самым 18 очко выигрывает Намская сборная. И вот высокий удар, Да. наконец-то, от Мальцева мы видим. Грамотный перевод от блока в аут. Богдан Мальцев 2004 года рождения. Судья фиксирует задержку. При страховке, да, от блока. Ну вот тут спасибо нашим режиссерам, операторам, все зафиксировано. Хороший прием. Но, к сожалению, Тускул Лавров попадает в трос. Айсен Жирготов дает поиграть своему молодому подопечному. Федор Сметанин, 99-го года рождения, уроженец села Аппаны. Также замена в чурапчинской команде. Вместо Тускула Лаврова вошел игрок Никита Миняков. Уже дают поиграть молодым ребятам. Пусть набираются опыта на республиканской площадке. Да, 20. Богдан Мальцев, я так понял, то, что не ждал отвязывающего паса, не был готов к нападающему удару и послал мяч в аут. Дают отдохнуть и Павлу Абутову. Заходит игрок под номером 8, Аял Абутов. Однофамильцы сменяют друг друга.
22-12. И только чудо может спасти ситуацию чурапчинскую. Намские ребята уже Всё. поймали кураж, Да, все уже. свою волну поймали. А вот так можно пробовать. Уже несколько раз проходит сброс, да? Вадим Оконечников методично сбрасывает мяч на сторону соперника. Неожиданно. И уже в течение игры принес несколько очей, сбросив мяч. В котел. Чуть-чуть не хватило Валерию Гоголеву достать мяч, то есть вернуть мяч. Достать я достал, но не вернул, задел, к сожалению. Сейчас справляется с приемом Вадим. Все достают намские ребята. Уже все на своих местах. Ошибка при второй передаче у Владимира Филиппова, что фиксирует первый судья. Замена в команде Намского Улуса. Вместо игрока номер Замена. 11 на площадке находит игрок номер 3. Руслан Афанасьев Андриан Григорьев. идет на скамейку. Вместо него Андриан Григорьев, 2003 года рождения. Дают поиграть, прочувствовать площадку. Ровно над сеткой поймал мяч чурапчинец, Никита Миняков только что вошедший в игру. забил, принес команде 14 очко. Ошибка при второй передаче. 15-24. На подаче Артем Сипцев. Ну, как так? До скольки дойдут они, хотела я спросить, но, к сожалению, сами же отдают Да. эту партию. И в итоге победа Намского района. Поздравляем команду сборной Намского Улуса с победой в этой игре и пожелаем им успехов в последней оставшейся встрече. Со счетом 3-1 Намский район выигрывает команду Чурапчинского Улуса. После этой игры обязательно покажем. В 16:00 по Якутску начнется встреча. Оставайтесь с нами. Спасибо. Самый большой магазин обуви и аксессуаров Кари Гипер в Якутске в ТЦ Урасан Молл. Скидки с 4 по 8 марта до 70%. Спешите в Кари Гипер.